Принципиальная и требовательная, одновременно добрая и родная. Так отзываются о Фериде Ацемба ее студенты. Открыв просторы интернета, можно увидеть десятки статей о женщине, у которой учились 4 поколения российских востоковедов. Ферида Мустафовна была профессором кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки при МГУ. В одной из публикаций в социальных сетях было написано так. Как-то Ферида Мустафовна разговаривала с дворником, и кто-то спросил у нее, что у вас, профессора МГУ, может быть общего с этим человеком, на что она ответила: небо, под которым мы стоим, и воздух, которым мы дышим. Она всегда задавала высокую планку общения и профессионализма, честности и порядочности. Ферида Мустафовна происходила из старинного княжеского рода Ацембовых, которые проживали в Абхазии. Однако трагическое изгнание значительной части Абхазии в XIX веке коснулись и ее семьи. Ацембовцы оказались в Батуми. Там в 1922 году родилась и Ферида Ацемба. Она всегда была такой вот княжной абхазской. Она всегда держалась очень достойно. Она никогда не ходила как-то с погибелью. Она всегда держалась очень высоко, с высоко поднятой головой. Кагает апсуа, кошецкий лакун. Семену Цкуа посчастливилось познакомиться с Феридой Мустафовной в 2001 году. Тогда он учился в аспирантуре на кафедре истории Ближнего и Среднего Востока, а это была родная кафедра профессора Фериды Ацемба. Тогда она мне показалась достаточно такой суровой личностью, с характером, но с течением времени я понял, что насколько она была требовательна к окружающим, настолько же она была требовательна к себе. Ученица знаменитого востоковеда Бенсуана Гранта и советского историка-арабиста Владимира Луцкого Ферида Ацемба в своей научно-педагогической работе объединяла поколение советских востоковедов-арабистов. Ее аспиранты и докторанты хорошо помнят, что это не только блестящая школа работы с источником и со словом, но и школа человеческого общения. Она одна из немногих, которая могла окатить ушатом холодной воды и одновременно замотивировать на работу так, что можно было свернуть горы, пишет историк Наима Нефляшева. Она не была выдающимся оратором и не стремилась соперничать с ними. Основной упор делала на свежесть материала и его достоверность, добавил Семен Цкуа. Это тот человек, который останется в летописи Московского университета имени Ломоносова. Ферида Мустафовна подготовила блестящую плеяду арабистов, востоковедов МГУ, которые по сегодняшний день работают в различных сферах, так или иначе связаны с арабистикой. Ферида Ацемба никогда не была на своей исторической родине, однако с теплотой и только на абхазском языке вспоминала о земле, где родились ее предки. Знаете, мне еще чем она запомнилась, тем, что, как мне кажется, впервые я услышал сацкий диалект абхазского языка, потому что мы с Феридой Мустафовной, как правило, общались на абхазском языке, когда были вдвоем. И это был такой нечто не похожее ни на абжуйский, ни на бзыбский диалект абхазского языка. Это было что-то среднее. Это, конечно, было очень интересно слушать такого человека, умудренного таким опытом, с такими познаниями. Она много рассказывала из истории своей семьи, то, как они оказались в Батуми. Это, конечно, было печально и трагично. Но при всем при этом они всегда оставались до конца верными Абхазии. Насколько я помню, Ферида Мустафовна часто рассказывала, что ее отец Мустафа очень дружил с секретарем Совнаркома Абхазии Нестором Аполлоновичем Лакоба. Они очень дружили, он часто сюда приезжал, и они с ним близко общались. В архиве абхазского телевидения есть отрывок телефонного разговора на абхазском языке Ирины Агарба и Фериды Ацемба от 2006 года в рамках передачи «Аргама». Яшуп. Да. سراو باسس فبحبس وراه حراح مرجعي حراح مردغن شجح يرتسم يوتخر يوخشتون يوتخر يوخشتسم باسو زاد زاس أبسوات سيقو سرا زيجيس قطخو. Участница Великой Отечественной войны, блестящий ученый, посвятивший свою жизнь служению науки в стенах ИСА Московского университета Ферида Мустафовна ушла из жизни в 2016 году в возрасте 93 лет. Как отмечалось в одной публикации на просторах интернета, Ферида Ацемба до конца была предана коммунистической идее и считала советскую власть истинно народной. И искренне была благодарна ей за многое в своей судьбе, за то, что, как она говорила, девочка из абхазского села стала профессором МГУ.
Сарек Варацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.